Доброе утро, дорогая республика. Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Как всегда, с последними новостями, самыми бодрыми, хорошими, теми, которые заставляют жить. Да, и напоминаем, что в эфире самая утренняя и самая семейная программа на телеканалах Якутия-24 НВК Саха. И мы желаем вам бодрого утра. Также у вас есть возможность подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где мы выкладываем все самое-самое интересное. Ну а сегодня, как всегда, поговорим о том, какой сегодня знаменательный день, познакомим вас с прогнозом погоды прямо сейчас. Ну и, конечно, встретим интересных гостей, с которыми, между тем, поговорим об образовании, о том, какие новые вызовы оно представляет нашему будущему наших детей. Да, все это в течение ближайшего получаса. Ну а сейчас давайте узнаем, какая же погода за окном. По информации Гидромедцентра, на территории республики сегодня на западе, на юге республики небольшой снег. На юго-западе местами пройдет умеренный снег. Ветер умеренный в юго-западных, южных, ночью в Кобяйском районах. Местами порывы до 9-14 метров в секунду, поземок. На арктическом побережье местами порывистый ветер до 15-18 метров в секунду, метель. Температура воздуха днем минус 27, минус 32 градуса. На северо-востоке минус 37, минус 42. В низинах 42-47 градусов со знаком минус. На юго-западе республики, на юге днем и ночью минус 20-25. Местами минус 15, минус 20 градусов. В городе Якутске температура воздуха 6 часов утра была минус 30 градусов, давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Небольшой снег, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду сегодня днем. И температура воздуха днем в Якутске минус 25, минус 27 градусов. Ну, с утра вроде пробежались по улице, было достаточно тепло, кстати. Ну, чем вчера, да? Ну да, чем вчера, если Все сравнивать. познается в сравнении. Все познается в сравнении. Ждем, конечно, потепления к Новому году. Знаешь, так раз и к 1 декабря, к зажжению елки, так тепло. Традиционно уже, практически. Ну, на самом деле, есть что посмотреть на площадях. Если вы еще не пробегали мимо, уже поставили ледовые фигуры на площади Орджоникидзе, да, прям красиво, на площади Аюнского, точнее, да. Вот, очень красиво, поэтому воспользуйтесь возможностью и не забывайте, что 1 декабря будем зажигать елочку все вместе. Ну, а прямо сейчас переходим к последним новостям. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату пенсии. В Якутии ее получает 33 734 человека. Доплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам со страховой пенсией по старости или инвалидности. В 2025 году размер доплаты составляет 2969 рублей на одного ребенка, 5938 рублей на двоих и 8907 рублей на троих с применением районного коэффициента. В случае отчисления ребенка или его перевода на заочную вечернюю дистанционную форму обучения выплата повышенного размера страховой пенсии родителям-пенсионерам прекращается. Но если студент берет академический отпуск, то выплата повышенной пенсии родителям будет продолжена. Важно помнить, что студент, имеющий официальный доход, уже не считается иждивенцем. Кроме того, пенсионеры получат выплату к пенсии, если у них на иждивении находятся дети старше 23 лет, ставшие инвалидами до достижения 18 лет. Уже не в первый раз аймиконцы отправляют гостинцы своим землякам, воинам спецоперации. Предметы первой необходимости, одежду, маскировочные сети, блиндажные свечи и продукцию местных предпринимателей. Работники ЦРБ принимают участие во всех мероприятиях в пользу участников СВО и их семей. На вырученные и собранные в коллективе средства приобретаются медикаменты, одеяла и все необходимое. Все дополняется теплыми письмами и отправляется в зону боевых действий. Центральная районная больница оказывается посильная помощь участникам спецоперации с первых дней. В этом году были закуплены лекарственные средства и также переданы в зону СВО вместе с районной делегацией. Коллектив участвовал в спартакиаде трудящихся в 2025 году, и все собранные деньги были также направлены в зону СВО для приобретения необходимых аккумуляторов.
Ну и в свою очередь дыгдалцы сплели 3766 квадратных метров маскировочных сетей. С 23 года в селе Усть-Алданского района работает филиал волонтерского движения «Добровольцы Якутска». За это время жители Аспехского наслега отправили на фронт 278 маскировочных сеток для блиндажей и техники, также 33 штуки для укрытия самих военнослужащих. Участвуя в таких акциях, население вносит свой вклад в приближение победы и поддерживает земляков по собственной инициативе. Наши волонтеры участвовали в 2 благотворительных концертах, проводимых волонтерским движением «Добровольцы» город Якутск. Также мы, например, помогаем не только сетями, например, мы помогаем в акциях «Собери ребенка в школу» или, например, подписываем на улусную газету и так далее. В Чинском районе по итогам 10 месяцев этого года поддержкой социального контракта воспользовались 98 человек. Например, в этом году молодая мама Оксана Протодьяконова с помощью соцконтракта в сумме более чем 350 тысяч рублей открыла свою мини-пекарню в селе Хадар. Для реализации бизнеса на полученные средства приобрели тестомес и печь для хлебобулочных и кондитерских изделий в пекарнях. С пекарней мы заключили договор в июле 2025 года. Ежедневно берем по 10-15 булок. Получается очень удобно, потому что у нас много работников и постоянно новый, то есть свежий хлеб, вкусно и очень качественно. Мир стремительно меняется, и система образования оказывается на передовой этих перемен. Цифровизация, глобализация, стирание границ – все это ставит перед школьниками современно новые вызовы и требует таких же новых решений. Как подготовить детей к будущему, которого мы не знаем, и при этом сохранить культурные корни и традиционные ценности? Эти вопросы в центре внимания Северного форума, который в 6-й раз проходит в Якутске. В его рамках сегодня будут искать ответы представители Международного педагогического сообщества. На студии Анжелика Гаврилева, директор Бердикистякской школы, председатель Ассоциации школ Северного форума, и Татьяна Сидорова, учитель русского языка, участник международного проекта «За русский», которая на практике развивает горизонтальные связи между школами России и Монголии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, какие главные проекты ведет ваша ассоциация школ Северного форума и для чего они нужны? Воспитание детей – это наше будущее. И ни для кого не секрет, что воспитание детей стало частью мировой глобальной политики. И во всем мире сейчас идет агрессивная, жесточайшая борьба за умы юных граждан. И, конечно, школа современная должна дать адекватный ответ к этим условиям. Ассоциация школ Северного форума была организована как международным организациям Северный форум для сотрудничества между школами разных стран. И наша ассоциация сейчас реализует различные проекты. Это «За русский», учительское волонтерство. Также вот недавно у нас прошел конкурс среди школ ассоциации, в котором участвовали дети Российской Федерации и Монголии. Это детский климатический посол, в котором победила ученица 9 класса Попова Аурика. Она ученица арктической школы. И вот недавно она обращалась к мировому сообществу своим призванием об изменении климата в климатическом саммите, который проходил в городе Белем, Бразилии. Также вот различные проекты, такие как «Условия жизни на севере», проводится. Вот автор Дора Егорова, учитель ИГНГ, координатор международных проектов. Также реализуется «Красная книга глазами детей», автор Статюк Ольга Павловна, также учитель из Таллинской школы Ханты-Мансийского автономного округа.
Достаточно много проектов. Да. А скажите, а что означает на практике горизонтальные связи между школами разных стран? Ага, горизонтальные связи между школами мы реализуем в рамках проекта «За русский». Уже второй год наши учителя в рамках договора со школами Монголии, города Хархарина, который был заключен в 2022 году, рамочный договор в рамках Координационного совета Северного форума, наши учителя русского языка едут в Монголию и оказывают методическую помощь. И, конечно, вот цель этого проекта – популяризация и продвижение русского языка в зарубежных странах. Также мы ведем совместные педагогические советы. К нам приезжали директора школ Монголии, проводили достаточно много открытых уроков совместно вот с монгольскими и с российскими школами. С волонтерами также ездили учителя из Ханты-Мансийска. Вот с Татьяной Егоровной ездила директор школы гимназии номер один Нижневартовска, Козлова Ольга Николаевна. Угу. Вот, Татьяна, скажите, вы недавно работали с учителями в Монголии, да? С какими основными сложностями в изучении русского языка они сталкиваются, и как вы им помогаете их решить? Ну, я второй год уже работаю в Монголии. В прошлом году тоже в октябре-ноябре, да, и в этом году тоже в октябре-ноябре мы выезжали в Монголию, в Вовурхангайский аймак, да. В прошлом году мы были в Самоне Хархарин, а в этом году в Самоне Батулзи. Так, мы оказывали методическую помощь учителям русского языка. В Хархарине мы были в первой школе и во второй школе, да. А в Батулзи это была одна школа, на 1200 учащихся школа, да, и одна учительница русского языка. Так, они изучают русский язык только по 2 часа в неделю в 7, 8 и 9 классе. Так, ну, проблем много. На мой взгляд, там первая проблема – это учебники. Там у них совсем другой уровень учебников, да, совсем другие эти стандарты. Также проблема с учителями. У них нет речевой практики. У них нет общения с другими, да, представителями, чтобы как-то улучшить свою речь. И детям даже, когда мы посещали уроки, учитель на монгольском языке объясняла русские вот эти предложения по-русски, текст по-русски. Не могла выговорить, например, по-русски. Ну, то есть вот это главное, да, сложность, это речевая практика, языковая практика. Хотя очень большое желание со стороны родителей Да. и детей вот, в изучении русского языка в Монголии. Потому что после окончания школы многие вот, монгольские дети хотят поступить к нам, вот, наши учебные заведения, для получения каких-нибудь специальностей. Ну, то есть, получается, для изучения в дальнейшем предмета на русском практически невозможно без практики. Да, без практики совсем невозможно. Ну, кстати, надо отметить, что сегодня День образования Монгольской Республики, да, это Да. мы все узнаем из нашей рубрики «Даты и события». А вот как думаете, как вписать местную культуру и традиционные знания в современные школьные уроки? Ну, я думаю, что можно через обычные предметы, да, например, на уроках литературы использовать современную, вот местные сказки, рассказы местных авторов, да, их обсуждать. Можно по истории, да, изучение истории родного края. Так, по географии тоже можно. Также можно по якутскому языку, да. У нас, между прочим, открыт кабинет якутского языка, да. Виртуальный кабинет, интерактивный кабинет. И да, там дети как раз начинают разрабатывать цифровые контенты. Да. Вот, например, там искусство охотника, инструкции на игры на хамусе, вот уже вот цифровые такие используют контенты. местную культуру. Ну, то есть, получается, внедрение Да, новых кстати, Внедрение, вот да. Татьяна Егоровна награждена медалью за вклад в развитие образования Монгольской Народной Республики. Да. И вручен, Да. губернатором. По окончании нашей стажировки, да, работы, да, но как раз нам
дали такие медали за вклад в развитие образования Монголии. Было очень приятно, конечно. Ну, конечно, приятно, что отметили, что да. такой вклад внесли. Спасибо Спасибо большое, большое. что пришли. Очень интересно. Вообще тенденция образования развивается, кажется, во всех направлениях и тоже очень современно, и это здорово. И, конечно, мы благодарим наших руководство Северного форума, что предоставляет школам такие площадки, чтобы мы могли общаться с коллегами уже на международном уровне и обменяться передовым педагогическим международным опытом. Спасибо, Спасибо желаем вам большое. дальнейших успехов. Но со школьной скамьи дети уже более осознанно начинают познавать окружающий мир. В этом им помогает изучение основных предметов и посещение дополнительных кружков. Следующий наш сюжет снят школьниками, которые занимаются в медиацентре Якутского городского лицея и расскажут о истории улицы города Якутска. Здравствуйте! Мы в Якутске, на улице, которая носит имя не просто человека, а поступка. Поступка, который навсегда остался в памяти города. У улицы была сложная судьба. Она была приозерной, потом Владимира Губина и даже на время стала Алданской. Но в итоге справедливость восторжествовала. А главное – это история людей, которые здесь жили. Интересно, что сама улица тоже менялась. Сейчас она начинается от улицы Федора Попова. Ее протяженность 1 километр, а раньше была длиннее и начиналась почти от самой улицы Кальвицы. В середине прошлого века здесь вырос целый микрорайон речников. Эти уютные двухэтажные дома строили для работников порта и пароходства. В тех квартирах, просторных по меркам того времени, дети могли кататься на велосипедах по длинным коридорам. И это было настоящее благоустройство. Все дома с центральным отоплением. В одном из таких домов жил Владимир Губин, выпускник Ленинградского института, перспективный специалист. Его ценили как грамотного и очень отзывчивого человека. В то время улица была длиннее и выглядела иначе. На месте нынешних домов стояли бараки с печным отоплением, а за водой ходили на колонку. Но судьба распорядилась иначе. Вечером 8 октября 1964 года Владимир возвращался с супругой домой. Они жили вот в этом доме у озера. На тонком льду дети играли. Внезапно лед проломился, и дети оказались в ледяной воде. Не раздумывая ни секунды, Владимир Губин бросился их спасать. Он выталкивал детей на лед, и перепуганные ребята цеплялись за него, тянули ко дну. Все 4 детей были спасены. А вот сам 25-летний Владимир, обессилев, выбраться уже не смог. За этот подвиг он был посмертно награжден орденом «Знак почета». Спустя 55 лет, в 2019 году, здесь был открыт этот мемориал. Он – напоминание новым поколениям о том, что настоящие герои живут среди нас. Улица имени Владимира Губина, пройдя через несколько переименований, сохранила свою главную историю. Историю улицы речников, большого труда и великого подвига. На этом выпуск передачи «Моя улица» завершен. До новых встреч! Но знание истории важно так же, как и сохранение традиций и знание родного языка. Сегодня наш эфир поможет вам во время завтрака повторить или изучить склонение существительных в якутском языке. Үтө күнінен. Үтө күнінен. Сегодня ознакомимся с исходным и совместным падежами в якутском языке. Итак, исходный падеж обозначает предмет, который служит отправным пунктом для действия и отвечает на вопросы от кого, от чего, откуда, из чего, из-за чего. На якутском это будет звучать одинаково кимтен, тохтан. Кимтен, Кимтен, тохтан. тохтан. Форма имени существительного в исходном падеже образуется с помощью аффиксов «тан» с 2 «т» после гласных и дифтонгов и «тан»
с одной буквой «Т» после согласных. Они имеют различные вариации в зависимости от предшествующего звука. Приведем примеры. Аня, как всегда, слушаем и повторяем за мной. Джон – люди. Джон. Джонтон ыйыттым спросил у людей. Джонтон Джонтон. ыйыттым. Ыйттым. Молодец. Ардах – дождь. Ардах. Ардахтан котта убежал из-за дождя. Ардахтан Ардахтан. котта. Котта. Огус – бык. Огус. Огустан соста спрятался от быка. Огустан Огустан. соста. Саста. Бөрө – волк. Бөрө. Бөрөттөн куттанна испугался волка. Бөрөттөн Бөрөттөн. куттанна. Куттанна. Оскола – школа. Оскола. Осколаттан тағыстым. Я вышел из школы. Осколаттан Осколаттан. тағыстым. Тағыстын. Тағыстым. Тағыстым. Кини – он, она. Кини. Киниттен угун – выше него или нее. Киниттен Киниттен. угун. Угун. Отлично. Вы, наверное, заметили, что имена в исходном падеже выполняют функции разных членов предложения. Косвенного дополнения, обстоятельств места и причины. Көрсөк кадери. Көрсө хадери. Но мы продолжаем эфир самой семейной утренней программы. Вот, Вероника, скажи, какие обучающие программы ты смотрела в детстве? Ну, знаешь, приходит на ум сразу АБВГДейка, ну, так вот, из именно обучающих. Но, конечно, самой такой детской, душевной, которую все мы запомнили, является «Спокойной ночи, малыши». Ну, невозможно не вспомнить, как бежали к телевизору, и было здорово смотреть. Вроде сейчас смотришь и смешно, а тогда было прям вдохновенно, и ты каждый день этого ждал. И, кстати, сегодня, 26 ноября, тот день, когда ровно 62 года назад началась разработка концепции программы, которая до сих пор радует малышей. Ну а какие еще события, связанные с сегодняшним днем, нам расскажет наша рубрика «Даты и события». На календаре 26 ноября. Сегодня Всемирный день информации. По народному календарю Златоуст. С Иоанна начиналась так называемая пельменная пора. Хозяйки делали фарш, в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы, и вся семья стряпала любимое блюдо. Этот день в истории. В 1894 году состоялось бракосочетание Николая II с принцессой Гессен-Дармштадтской. В 1924 провозглашена Монгольская Народная Республика. В 1925 году в этот день состоялся первый испытательный полет самолета Ан-4 конструкции Туполева. 26 ноября в 1963 году вышла в эфир телепередача «Спокойной ночи, малыши». В 1965 году Франция стала третьей после Советского Союза и США страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. В этот день родились Уильям Купер, английский поэт, Платон Зубов, русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II, Мария Федоровна Романова, российская императрица, супруга Александра III, Фердинанд Соссюр, швейцарский лингвист, основоположник структурной лингвистики, Норберт Винер, американский ученый, основоположник кибернетики, Маргарита Назарова, советская артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, народная артистка РСФСР. Борис Егоров, советский летчик-космонавт, герой Советского Союза. Именины сегодня отмечают Герман и Иван. Но еще одна программа, без которой не обходится ни одно утро, это, конечно, зарядка. Обязательно нужно ее делать по утрам, и мы каждый день предлагаем вам новые варианты с новыми предметами, которые есть в обиходе.
Да, ну, если, например, мяч, может быть, или еще что-то вы можете не найти дома, то сегодня этот предмет точно есть у каждого, потому что нам понадобится стена и инструкции от нашего тренера по йоге Виктории Чинновой. Всем доброе утро. Предлагаю вам сделать упражнение из йоги, и для этого нам понадобится стена. Предлагаю прямо сейчас встать у стены, отмерить расстояние в одну руку, правую ножку развернуть к стене, левой ножкой отшагнуть подальше от стены, сделать большой шаг назад. Правая ножка развернута к стене, левая ножка немножко заворачивается вовнутрь. Вытягиваемся правой ручкой и касаемся стены, вытягиваемся к правой ножке, а грудной клеткой разворачиваемся к потолку. Здесь мы почувствуем легкое вытяжение в боку, вытягивается позвоночник, за макушкой тянемся по диагонали к потолку, делаем хороший вдох, а выдох, продолжаем вытягиваться. Отлично, возвращаемся, сделаем на другую сторону. Следующее упражнение посложнее, но вам точно понравится. Для этого выходим в собачку мордой вниз, пяточками касаемся стены или плинтуса, ручками выталкиваем себя к бедрам, низом живота тянемся к бедрам, левую ножку ставим чуть по центру, правую ножку вытягиваем вверх по стене. Здесь есть два положения, либо с согнутым коленом, либо с прямым. С прямым будет чуть посложнее, можно попробовать и так, и так. Если сгибаем колено, то вытягивая правую ножку, вытягиваемся и грудной клеткой к полу. Лицом тянемся тоже к полу. Вдох. И с выдохом возвращаем правую ножку по центру. То же самое делаем с левой ногой. Вытягиваем левую ножку вверх. Сгибаем правую коленку. Вдох. С выдохом тянемся грудной клеткой к полу. Выдох. Отлично. Затем то же самое упражнение, но в динамике. То есть поднимаем правую ножку вверх, делаем вдох. И с выдохом подтягиваем ножку к грудной клетке. Выдох. И вдох. И выдох. Подтягиваем к грудной клетке. То же самое на другую сторону. Вдох. Выдох. Подтянули. Носочек вытягиваем и вдох. Отлично, подтянули. Выдох. Это очень важное упражнение и полезное для здоровья тазобедренных суставов и коленей. Здесь очень важно сесть ровно и прямо вытянуться вверх по стене. Желательно сидеть у стены. За макушкой вытягиваемся по стене. Ставим ручки в замочек с пальчиков рук, делаем вдох. С выдохом поднимаем ручки вверх. Опускаем вниз, выдох. Снова делаем вдох. Выдох, опускаем вниз. Ручки убираем за голову. Снова делаем вдох. С выдохом наклоны по стене в правую сторону. Вытягиваем левый бок. Вдох. С выдохом возвращаемся. Опускаемся в левую сторону. Тянем локоть к потолку, вдох. С выдохом возвращаемся по центру. Укладываем ручки на бедра. И можно легко промассировать зону бедер, чтобы не резко, но опускать их ближе к полу. Стараемся прижимать пальцы ног и пятки друг к другу. Благодарю вас за практику. Встретимся в следующем эфире. Мы продолжаем тему спорта. Нерюнгринские пловцы выступили на открытом первенстве Сибирского федерального округа Международной школы плавания «Кроль». В соревнованиях приняли участие более 300 детей со всей России. Нерюнгринскую команду представили 27 юных пловцов в возрасте от 6 до 14 лет. С какими итогами вернулись спортсмены домой, узнали наши коллеги из Нерюнгри.
И снова воспитанники школы плавания «Кроль» пополнили копилку спортивных достижений Нерюнгринского района. С открытого первенства Сибирского федерального округа пловцы привезли домой 4 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей, а также много новых спортивных разрядов. Один из заплывов, который я плыла, это был комплекс. Комплекс – это когда ты с прыжка плывешь 4 стиля подряд. Первый стиль – это баттерфляй. Потом ты плывешь в спину, далее ты плывешь брас, а потом вольным стилем. Я достаточно много переживала, и поэтому на этих соревнованиях, к сожалению, я ничего не выиграла. Но на прошлых соревнованиях я выиграла 3 первых места. Я не расстраиваюсь, потому что я хочу дальше продвигаться, и я буду стараться, чтобы выигрывать первые места. Одной из самых юных участниц первенства стала 7-летняя Версавия Полякова, которая занимается плаванием меньше года. Первые соревнования были 50 метров, но мы просто вот так группы, когда плыли, только вот так от того места до другого, и мы выходили. Никакого места не получил, но на следующих соревнованиях считаю, что получил первое место. Состязания с пловцами из других регионов и школ позволили нерюнгринским спортсменам оценить свои способности, свои слабые и сильные стороны, в очередной раз получить большой опыт. Для меня самое тяжелое – это мысленно собраться перед заплывом, а самое легкое – это просто выступить так и приплыть уже и с радостью выйти. Был в Санкт-Петербурге и вот недавно в Томске. Там занял 3 серебра. Готовят к соревнованиям, оттачивают технику плавания и в целом улучшают физическую подготовку, развивают выносливость и координацию у детей 2 опытных тренера школы плавания «Кроль» – Татьяна Мазенкова и Данил Назарчук. Более 100 детей занимаются, разновозрастные, от 7 лет до 16 лет. Мы очень часто выезжаем на соревнования, стараемся выезжать еще чаще, чем у нас получается. В этом году мы посетили уже 4-е соревнования. Побывали в городе Санкт-Петербурге, в городе Томск, в городе Якутск, в городе Москва. С каждых соревнований мы привезли немалое количество медалей. С каждым соревнованием у нас медали растут, опыт прибавляется. На районном уровне между школами плавания также периодически проходят соревнования. Ближайшие запланированы на 20-е числа декабря этого года. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Да, только что мы говорили о молодых спортсменах, которые сегодня закладывают основу своего будущего через физическую активность и здоровые привычки. Но если говорить о будущем в самом глобальном смысле, один из самых главных и важных шагов, который может сделать человек, это решение подарить жизнь новому человеку. И так же, как спортсмены готовятся к соревнованиям, будущим родителям важно подготовиться к этому ответственному периоду. Как правильно это сделать? На что обратить внимание? И какие современные подходы к планированию беременности существуют? Сегодня об этом расскажет наш эксперт в рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Проверка здоровья перед беременностью – это важный шаг, который помогает определить и устранить возможные риски для будущего мамы и малыша. Заблаговременное обследование позволяет выявить хронические заболевания, инфекционные болезни или гормональные нарушения, а также скорректировать образ жизни и лечение. Это не только повышает шансы на успешное зачатие и здоровую беременность, но и создает основу для благополучного появления на свет здорового и счастливого ребенка. Подготовка к беременности включает физические, медицинские, психологические, финансовые аспекты. Вот основные шаги. Первое – это обследование у врача, оценка здоровья, анализы на инфекции, генетический анализ, консультации по наследственным заболеваниям и обновление прививок. Также важно обсудить образ жизни, диету, при необходимости витаминотерапию. Правильное питание обязательно – это разнообразное, богатое витаминами, особенно фолиевой кислотой, железом, кальцием и омега-3. Следите за уровнем потребления кофеина, избегайте вредных веществ. Физическая активность обязательно. Это умеренные физические упражнения перед беременностью, снижают риск осложнений и повышают уровень энергии. Управление стрессом обязательно. Йога, прогулки, релаксация, поддержка близких. Хороший сон и баланс эмоционального состояния также очень важны. Поддержка семьи и друзей – это эмоциональная практическая помощь,
общение с сообществами по вопросам беременности, которых у нас сейчас очень много. Также очень важен регулярный сон. Это строгий режим, комфортная обстановка, избегание перенапряжений. Поддержание здорового веса – это сбалансированная диета, физическая активность помогают оптимизировать фертильность. Нельзя быть слишком худой или слишком полной. Это отрицательно сказывается на гормональном статусе. Проверка лекарств. Обсудите с врачом необходимость и безопасность текущей медикаментозной терапии, если таковая имеется. Вакцинация. Убедитесь в наличии иммунитета от краснухи, ветрянки, гриппа, COVID-19. Сделайте необходимые прививки заранее. Ну, обязательно, конечно, финансовое планирование. Составьте бюджет на дородовый период, роды, уход за ребенком. Запаситесь ресурсами на непредвиденные расходы. Безопасность дома. Обязательно уделите внимание экосреде вашего дома. Обеспечьте безопасность и комфорт будущего малыша. Также рекомендуется консультация с генетиком для оценки рисков наследственных заболеваний. Это сейчас обязательно. Общая цель всех этих мероприятий – подготовиться к беременности максимально осознанно, комплексно, чтобы родить здорового и счастливого малыша. Будьте здоровы! Вот, Вероника, если бы задали вопрос, какая у тебя суперспособность, что бы ты ответила? Ну, наверное, первое – это просыпаться в 4 утра, а вторая – это работать на протяжении часов так 18 в сутки. Ого, ты трудоголик. Да. Но подобный вопрос, в чем ваша суперспособность, задали наши коллеги жителям города Мирного. У каждого из нас есть свои суперспособности. У кого-то это возможность засыпать где угодно, а у кого-то отстоять очередь в поликлинике и ни разу не поругаться. Давайте же узнаем у жителей Мирного, какие у них есть суперспособности. Какая ваша суперспособность? Суперспособность? Ну, наверное, это успевать везде. Много дел обычно? Обычно, да. И вот всегда везде. Вы как телепорт, получается? Ну, не скажу, что телепорт, просто организован. В глазах. Это как? А вот так. Глаза красивые. Ну, они всякие бывают. Иногда стеклянные, да? Нет, стеклянные не бывают. Бывают интересные. Интересные? Загадочные. А сейчас какие у вас глаза? Сейчас устремленные. А куда стремитесь? Все вперед, все вперед. Наверное, быть мамой. Нет у меня суперспособности. Может быть, терпение? Наверное. Наверное? Да. Или вот, может быть, не замечать какие-то посторонние звуки? Песни. Нет, не замечать это невозможно. А как относитесь к этому? Нормально, да, потому что каждый человек индивидуальный. Не знаю, лежать на диване много. Уклоняться от ответа на вопрос. Шустрая мама, суперспособность моя. Наверное, бег, суперспособность. Физическая, наверное. Физическая суперспособность. Спортсмен? Конечно. А чем занимаетесь? Вольной борьбой. Ух ты, и давно занимаетесь? Да, 4 года. На соревнованиях участвуете? Конечно. Недавно в Якутск ездил. И как? Там было очень жестко. Лентяй, ну. Да. Выживание. Как показал опрос, суперспособности жителей Мирного формируются из привычек в их обычной жизни. А какие суперспособности у вас? Пишите в комментариях. Анастасия Воронцова, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». Ну, а чтобы суперспособности развивались, нужно окружить себя зеленью. Ну, как минимум, зеленое, красивое. Не обязательно, чтобы быть профессионалом. Некоторые растения готовы радовать нас даже при минимальном уходе. Сегодня в рубрике «Сад и огород» познакомимся с хлорофитумом, скромным, но удивительным растением. Его называют зеленым фильтром за способность очищать воздух, а еще он прекрасно подходит для начинающих садоводов. Как ухаживать за хлорофитумом, почему он выживает даже в сложных условиях, и какие секреты помогут ему расти пышным и ярким, узнаем далее. Доброе утро! Сегодня я вам расскажу про одно очень всем известное и простое растение – хлорофитум. Расскажу интересные, неизвестные факты. Хлорофитум – это одно из простых
растений очень частый гость в наших домах, а также в общественных организациях, в детских садах, поликлиниках, больницах. И это не просто так, потому что это растение чистит воздух. Это энергетический вампир. Но не бойтесь, это не страшно. Это как раз его преимущество, так как он убирает негативную энергию, он ей питается. Хорошо его размещать в месте скопления людей. Если это дом, то это может быть холл, прихожая, гостиная, кухня. Ну а если вы работаете из дома, то для вас он будет очень полезен. Он будет убирать весь негатив после людей, очищать пространство. Хлорофитум – это не просто растение, это растение со смыслом и пользой. Да, а вот эти вот маленькие побеги – это и его детки. Можем ими размножать. Поставим в воду, выпустят корешки, это будет новое растение. Хлорофитум – это одно из самых неприхотливых и недооцененных растений. Уход за этим растением самый простой. Полив один раз в 2-3 недели, но поливаем обильно. Опрыскивать по необходимости 2 раза в неделю, зависит от влажности помещения. Если вы работаете в помещении с резкими запахами, с вредными веществами, то хлорофитум тоже ваш помощник. Он убирает, очищает эти все вредные вещества. Например, парикмахерские, салоны маникюр, там, где работают со смолой, обувные. Вот очень хорошо держать такое растение. Еще хлорофитум – хорошее лекарство от депрессии и неврозов. Поэтому он очень полезен пожилым людям. Он не только забирает у них отрицательную энергию, но и обладает успокаивающим действием. Ну, в общем, работает как валерьянка. А также очень хорошее, даже можно сказать, лучшее применение этому растению – принести его в дом после ремонта. Оно очистит воздух за пару дней от всех вредных испарений, которые были во время ремонта. А еще хорошо бы покупать эти растения сразу 2 штуки, потому что они очень любят общество себе подобных. И они тогда будут расти ярче, пышнее и лучше. Ну, как мы и видим, очень полезное растение. Такое же полезное, как и наш блок новостей, который мы вам сейчас покажем. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. С нового года стоимость жилья в России изменится. Минстрой корректирует показатель, который используется для расчета социальных выплат. Так, средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, например, в Севастополе, увеличится со 170,1 до 170,8 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге останется на прежнем уровне, это 165,3 тысячи рублей. В Московской области снизится со 166,9 до 166,4 тысяч рублей. Министерство транспорта республики провело проверку хода работ по устройству ледовой переправы через реку Лена на участке Хатас-Павловск. На данный момент готовность автозимника 90%, ведутся работы по пробивке первых 2 полос и заливке 3 и 4. Минимальная толщина льда на переправе составляет порядка 32 сантиметров. Комиссия заявила, что при сохранении низких температур и хорошем состоянии льда проезд будет открыт уже в пятницу или субботу. Во избежание аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с риском для жизни, категорически запрещается выезд на лед до официального открытия переправы. На сегодня работа выполняется по сопережениям графика, поэтому сейчас и отрицательные погодные условия тоже чуть повлияли, можно сказать. Но хочется отметить то, что по сравнению с прошлым годом по гидрологии чуть похуже было, имеется. Поэтому задачу поставили для себя, то, что будем отрабатывать, чтобы открытие до конца этой недели, но это по погодным условиям будет. Дополнительно подрядчики и ГИМС, все структуры будут отдельно комиссионно проверять.
В республике продолжается проведение расширенного неонатального генетического скрининга новорожденных. По данным педиатров, за 10 месяцев этого года им охвачено свыше 7 тысяч малышей. В прошлом году такое обследование прошли более 10 тысяч младенцев. Новорожденных проверяют сразу на 36 заболеваний. Это анализ крови, взятый в первые дни жизни. Он помогает вовремя диагностировать врожденные и наследственные патологии. В день празднования уникального культурного наследия Якутии Апсолонхо накануне прошло вручение стипендий главы республики носителям традиционной культуры. На церемонию прибыли 26 известных аланхасутов, запевал Асохоя, кузнецов и народных мастеров со всей республики. Айсан Николаев поздравил собравшихся с праздничным днем и поблагодарил за вклад в возрождение, сохранение и распространение культурного наследия. Он также подписал распоряжение об объявлении 3-го десятилетия Олонхо в республике. Это очень радостное событие. Это дает очень большую надежду для развития нашего нематериального культурного наследия, богатства эпоса Олонхо. И это дает возможность, стимул дальше развития, еще больше развития. Я с 2010 года занимаюсь эпосом Олонхо, и 15 лет кропотливый труд, результат будет. Результат наконец-то настал. Наконец-то Республика Саха-Якутия, правительство Ильдархан признали лучшим. Поэтому это для нас очень большая честь. На сцене Государственного театра оперы и балета имени Суруна Малона 28 и 29 ноября состоится премьера спектакля «Болеро» на музыку Мориса Равеля. Музыкальное произведение, написанное еще в начале прошлого века, одно из самых узнаваемых и любимых у многих почитателей классики. Хореография и постановка главного балетмейстера театра, заслуженной артистки России и Республики Екатерины Тайшиной, сильно отличается от сотни других постановок по всему миру. В якутском спектакле заняты практически все артисты балета. С помощью сложной хореографии артисты рассказывают драматическую историю, наполненную яркими эмоциями и страстью. Не в каждом театре могут поставить болеро, потому что необходима большая труппа артистов балета, оркестр с участием саксофонов, большой состав оркестра. Но у нас это все есть, у нас есть эти возможности. В эти дни у нас проходят очень плотные, насыщенные репетиции. Я уже постановку, естественно, увидел. Она очень яркая, магическая, гипнотическая. Я уверен, что всем зрителям, которые смогут прийти, а билетов осталось не так много, им очень понравится, и вы просто попадете в такой очень интересный музыкальный гипноз. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. А сейчас мы поговорим о школьном инициативном бюджетировании, уникальном инструменте, который позволяет самим школьникам решать, как преобразить пространство своей школы и получить на эти цели реальное финансирование. Разобраться в тонкостях этого процесса нам поможет Владимир Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Владимир Владимирович, давайте начнем с самого простого. Что такое инициативное школьное бюджетирование на практике и как объяснить его суть школьнику? Это возможность, которая появляется у каждого школьника республики для того, чтобы реализовать ту идею, мечту, которая превращается в проект и на деньги бюджетной системы позволяет школьнику этот проект реализовать. Вот представьте себе на минутку, вы молодой человек, школьник, у вас есть идея о том, как можно преобразовать внутри школы какое-то пространство. И вы можете собрать коллектив, собрать проектную команду, сделать презентацию этого проекта, после этого победить внутри школы с вашим проектом и реализовать этот проект. Вы увидели свою идею, воплощенную в уже материальное, и представьте, какое ощущение бывает у молодого человека, когда первый раз в жизни у него появляется возможность реализовать свою идею и воплотить ее. Ну, представляем, какая инициатива появляется после этого, особенно у молодых людей, возможность стремиться и делать какие-нибудь стартапы в будущем. Вот какие самые яркие примеры школьных проектов из разных городов России, регионов России вам запомнили? Что чаще всего выбирают ученики? То есть это обустройство зон спортивного комплекса, создание мест отдыха или что-то наиболее такое продуктивное, может быть, даже современное? Первое, с чего обычно начинают школьники, и первое по количеству реализованных проектов, это проекты, которые делают школьную жизнь более комфортной.
лаунж-зоны, уголки, преобразование фойе, коридоров. Школьники хотят, чтобы их школа была комфортнее. Это первый и главный запрос у школьников в отношении школьного инициативного бюджетирования. А после этого есть большое количество разнообразных проектов. Сегодня идет повсеместно преобразование радиорубок в медиацентры. В республике вот уже в первые циклы школьного инициативного бюджетирования появилось много таких проектов, которые позволили создать прекрасное медиапространство внутри школ. Это очень много на самом деле тематических, профессиональных, можно сказать, проектов. Школьные теплицы, их становится вот с каждым годом все больше. И это и профессия, с одной стороны. С другой стороны, это то, что школьникам сегодня интересно. Есть очень много проектов, связанных с патриотической направленностью. Музеи школьные видоизменяются благодаря школьному инициативному бюджетированию. А вообще в целом это невозможно предсказать, какие идеи появляются у школьников и что они хотели бы на самом деле у себя в школах поменять. Это всегда очень и очень индивидуально. Но если говорить именно о самом процессе, вот можете рассказать про сам путь от идеи до реализации проекта? Начинается школьное инициативное бюджетирование в школе с информационной кампании, когда школьники, педагогический коллектив узнают о том, для многих это вновь, это действительно новая история для наших школ. И, в общем-то, мы начали заниматься активно школьным инициативным бюджетированием в 2021 году. И вот уже на протяжении последних 3 лет мы очень активно занимаемся продвижением школьного инициативного бюджетирования по всей стране. Сегодня уже 28 субъектов федерации занимаются этим. Нужно сказать, что Республика Саха, Якутия в числе лидеров этого процесса. Действительно, очень много интересных проектов. Школьники очень часто приезжают к нам на всероссийские мероприятия. Более того, уже были проекты победителей всероссийских конкурсов и проектов школьного инициативного бюджетирования, и наших грантовых конкурсов. Ну вот, в частности, победителем был из Хангаласского улуса школа, значит, которая в нашем грантовом конкурсе «Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования» победила. И причем это был замечательный проект, когда школьники выявляли бездомных, значит, собак. И вот целая технология, на самом деле, того, как можно работать с этой очень серьезной проблемой. И это уже не внутри школы, это уже в целом на территории поселения происходило. Но в любом случае, вначале начинается с информирования. После этого школьники, у которых есть идеи, начинают собирать проектные команды. Это не для одного человека, это действительно проектная команда. Проходит целый цикл обсуждений проектов, составляется смета, логистическая схема того, как этот проект реализовать. Проходит презентация этих проектов для школьников. И заканчивается это все выбором из нескольких школьных проектов одного. Чаще всего в результате голосования. Выбранный проект после этого поступает на республиканский конкурс и получает деньги из бюджета республики. Но это вот такая модель в Якутии. В других субъектах федерации по-другому это может происходить. И уже начинается цикл, собственно говоря, реализации. Сегодня мы поедем в Намский район, где уже вот первые проекты школьного инициативного бюджетирования реализованы, будем смотреть. И вообще в целом действительно уже сегодня и в Якутске есть много школ, где можно посмотреть первые реализованные проекты. И уже не только в Якутске. Ну вот насколько в этом всем процессе важно участие педагогов, то есть чтобы они поддержали, помогли разработать и вообще на фоне вот такой слаженной работы построили новые взаимосвязи, какие-то новые навыки и знания передали детям? У педагога, конечно же, ключевая роль в этом процессе, и мы не приходим в школу сами, хотя, в общем, все мы с большим консультационным опытом и много очень проектов реализовывали, но это совершенно особая аудитория, и со школьниками, по нашему мнению, должны работать педагоги. Поэтому первое, что мы делаем, и вот на протяжении последних нескольких лет мы в республике обучаем педагогов. У нас был на днях очередной образовательный интенсив уже для наставников педагогов, которых мы учим тому, как работать со школьниками для реализации инициативного бюджетирования. И сегодня мы видим, что в школах очень разные, к слову сказать, педагоги. Это не обязательно учителя истории, обществознания, которые обычно считаются этим должны заниматься. Нет, это бывают самые разные люди. Это не зависит на самом деле. Учитель ты географии, биологии, русского языка. Если ты как человек
сам создаешь проекты у себя дома, во дворе, по месту жительства. Ведь программа поддержки местных инициатив сегодня широко известна в республике. А это инициативное бюджетирование для взрослых. Если у тебя есть такой опыт, как у педагога, ты можешь его гораздо более эффективно реализовать внутри школы в рамках школьного инициативного бюджетирования. А что вы посоветуете, вообще, что нужно сделать в школе, чтобы успешно, да, участвовать в программе инициативного бюджетирования, и какие первые шаги по вашей рекомендации можно сделать? Первое и самое главное, что нужно иметь в виду, мы не занимаемся какой-то такой чуждой для, значит, школ деятельностью. У школьного инициативного бюджетирования есть свое место в образовательном процессе. И мы на протяжении целого ряда лет изучали, как это можно сделать. И мы сегодня знаем место школьного инициативного бюджетирования внутри обучения. Да, в каждой школе у нас есть проектная деятельность, и заканчивается это в 10 классе, значит, предметом индивидуальный проект. Но нам бы хотелось, чтобы это были не абстрактные индивидуальные проекты, а чтобы это были конкретные проекты, как в школьном инициативном бюджетировании. И тогда школьник получает комплекс знаний о проектной деятельности, а это нужно всем. И предпринимателям, и да любому человеку нужно понимать, как делать проекты от начала до конца. Но еще очень важно то, что воспитательная работа в школе, благодаря школьному инициативному бюджетированию, очень имеет большой потенциал. Ну, спасибо большое за такой интересный рассказ. Мне кажется, это не только воспитательно, но и вообще поднятие инициативности школьников, потому что сам факт возможности – это уже большая удача. Спасибо. Ну, а мы желаем всем нашим телезрителям доброго, бодрого, энергичного утра и, конечно же, хорошего, продуктивного рабочего дня. Ну и на такой волне еще и реализации всех ваших идей. Увидимся с вами завтра.